Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел ряд кадровых изменений в государственных структурах и дипломатическом корпусе страны за рубежом. Как сообщает пресс-служба главы государства, указом президента Курбон Хакмзода освобожден от должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Главой Государственного комитета по земельному управлению и геодезии страны Эмомали Рахмон назначил Орифа Ходжазода. Давлатшох Гул Махмадзода освобожден от должности председателя Хатлонской области по формулировке в связи с переходом на другую работу. Другим своим указом председателем Хатлонской области президент страны назначил Курбона Хакимзода. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухридином, который находится в Самарканде, в рамках участия первой министерской встречи диалога Индия-Центральная Азия с участием Афганистана. Как сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, стороны подчеркнули, что обмен визита на высшем уровне в 2018 году открыл новую главу в двухсторонних отношениях стратегического партнерства. Министры рассматривали предложения по графику и повестки дня предстоящих совместных мероприятий в 2019 году, в том числе на парламентском, правительственном и других уровнях. Информационное агентство «Авеста». 4 звуковых выпуска в день, и все это для тебя. Свыше 400 экземпляров добавились в фонд культурно-исторического комплекса Калай-Худжан в 2018 году. Как сообщает пресс-центр Министерства культуры Таджикистана, в 2018 году фонд культурно-исторического комплекса Худжанская крепость обогатился на 401 экспонат. Таким образом, количество экспонатов, хранящихся в фонде Худжанской крепости, составляет 13 607 единиц. В прошедшем году исторический музей Сагдийской области посетили 42 302 отечественных и зарубежных гостей. Возрос интерес посетителей и к дому-музею Камола Худжанди. Сотрудники культурно-исторического комплекса Худжанская крепость намерены в 2019 году-2021 годы, объявленные годами развития туризма, народных промыслов и села, работать еще эффективнее обогащению музейного фонда, организации выездных выставок. Группа таджикских шашмакомистов завоевали гран-при международного фестиваля конкурса шашмакома в городе Шахрисабз, Узбекистана. Как сообщает пресс-центр Министерства культуры Таджикистана, накануне победителей конкурса принял министр культуры Шамсидин Орумбек-Зода, который вручил им почетные грамоты Минкультуры. Всего в международном конкурсе шашмакома в Шахрисабзе выступили 9 таджикских шашмакомистов, которым и были вручены почетные грамоты. Информацией сыт не будешь. Будешь информирован, если даже не сыт. Информационное агентство «Авеста». Олимпийская сборная Таджикистана в пятницу ранним утром прибыла в Доху для проведения двухнедельного учебно-тренировочного сбора. В рамках сбора в Дохе наша олимпийская сборная под руководством главного тренера Усмона Тошева примет участие в международном турнире 4 наций, где сыграет со сверстниками из Ирана 15 января, Катара 18 января и Кувейта 21 января. Как сообщает официальный сайт ФФТ, в пятницу олимпийская сборная Таджикистана провела одну тренировку, которая прошла на запасном поле стадиона Гранд Хамад Стадиум. Сбор в Катаре станет одним из этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана к отборочному циклу чемпионата Азии 2020 в отборочном турнире азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте. Наша сборная выступит в группе F. Ее соперниками будут сборные Индии, Пакистана и Узбекистана.